Как надо языком так мастерски владеть, чтобы зуб вытащить? Слово «гибкость» очень хорошо подходит. Всем привет, меня зовут Эльдар, и я Найман. Он ішінде Садыр, потом Асау, а дальше не знаю. Я знаю, что Найман является одним из средневековых кочевых народов, и которые приняли первыми христианство. Вообще слово «найман» это означает, монгольского переводится как «Сегіз-Огуз», Кабанбай Батыр, один из таких великих людей для меня. Если честно, кроме Кабанбая я перечислять кого-то не могу, разве что своего деда. Главное это стереотип, то что найманы все они хитрые. Они все хитрые, кровожадные. Мне кажется, это вранье. Им пришлось быть хитрым, потому что нужно было выживать, мне кажется, как-то защищать свой род, одним словом. Вот. А есть такое выражение, если тебя поцеловал Найман, пересчитай зубы. Во-первых, почему ты будешь целоваться с Найманом? Во-вторых, как надо языком так мастерски владеть, чтобы зуб вытащить чей-то чужой. Лол. Первый раз слышал об этом. Я знаю один такой дебильный анекдот про Гитлера. После войны, после смерти Гитлера, когда скрыли его мозг, там нашли маленького Наймана. Такой ха-ха-ха. Очень ушлые и такие напористые девчонки. Да, я бы сказал и те, и те. Но это зависит от человека, который родился в каком-то ином регионе, мне кажется, и от семьи тоже зависит. Я просто встречал найманов, которые вообще не похожи на найманов. В плане не ушлые, не хитрые, а такие спокойные, типа как Дулат или еще кто-то. Найманы хитрые? Найманы хитрые. Наймандарды енді біз айтқан жоқпыз оны, иә? Бәрі айтады, типа қу деп жаңағы. Түлкі сияқты қу деп айтады. Бірақ біз емес, елдер айтады. Большинство найманов, которых я знаю, да, они хитро выдуманные, да. А хитрый это не значит в плохом контексте, это, наверное, больше в хорошем. В плане гибкость, слово гибкость очень хорошо подходит. Наймандарды көбінесе 100-ге, 300-ге бөлініп, жүздерге немесе руларға бөлінеді деп айтады. Бірақ біз ондай жоқ, әрине бөлінетін сияқты олар. Кез келген рудың ішінде бөлінетіндері бар деп ойлаймын. Вообще казахи трайбалисты не только найманы. Это бред. Ты знаешь, как люди делятся на тупых и умных, а вот тупые делятся уже. Да, я согласен, они трайбалисты, особенно те люди, которые живут на севере или на востоке, где Ускаман, Семск или еще кто-то. Люди оттуда, они более трайбалисты, нежели найманы с Талдыкургана, имея в виду с Жонгара Алатау, нежели с Алтая. Где-то оно помогает, где-то нет. Например, я еще когда учился в школе и перешел в новую школу, и так получилось, что в моем классе было много найманов. Но это было круто, они такие, типа, чувак, ты с нами, мы тебя будем защищать, оберегать, мы же братья. А иногда это плохо сказывается именно в профессионализме, в плане работы, знаете ли, когда человек не профессионален, но в то же время может через знакомых или, скажем, через родственников как-то подняться. Это неправильно. Если честно, особо нового ничего не услышал. Как всегда, найманы хитрые, найманы такие. А так, спасибо за приглашение. Все подписывайтесь на канал «Все как есть».